небом самолета уже врезали свои черные тени в золото наступавшего вечера. Равнины начали гореть ровным, неиссякаемым светом. В этой стране они расточают свое золото с той же щедростью, с какой еще долгое время после ухода зимы льют снежную белизну. Так начинает свой рассказ «Ночной полет» французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери. Он был летчиком и пропал где-то в небе над Африкой во время Второй мировой войны. Немало трагических историй пропавших пилотов хранит и небо Якутии. 113 летчиков погибло на трассе Аляска-Сибирь во время Второй мировой войны. До сих пор не все разбившиеся самолеты обнаружены, но их все же находят. Как связана находка в Алекминской тайге с историей Алсиба? Искатели Якутии попробуют в этом разобраться. Пулемет нашелся. Пулемет нашелся. Это пушка, однако. Вот это кухонный пулемет системы Браунинг. Их на данном самолете 4. Установлены в крыльях. Вот крылья где? Какой-то номер, серийный номер. Made by Western Electric, Нью-Йорк. Ну, скорее всего, он выпрыгнул и на парашюте дотянул до реки. А самолет уже остался здесь. Поисковая группа молодежной общественной организации «Отважный» прибыла в Алекминскую тайгу на место авиакатастрофы самолета времен Великой Отечественной войны. Останки самолета случайно обнаружил охотник, который гнал соболя в таежной глуши. По словам местных старожилов, трагическая история случилась летом 1943 года. Самолет, следовавший по трассе Алсиб, летел из Якутска в Алекминск. За 150 километров до пункта назначения в самолете загорелся двигатель, а останки самолета разбросало на десятки метров. Это у нас 4-я экспедиция, то есть 4-е место посещения самолета за последние 4 года. Сейчас пробуем определить то, что осталось, номерные знаки самолета, ну и выяснить более-менее судьбу машины. По таким табличкам, которые крепились по всему самолету, поисковой группе предстояло выяснить не только данные самолета, но и судьбу самого летчика, погибшего, а может быть выжившего на легендарной трассе Аляска-Сибирь. Идет Великая Отечественная война. В тылу промышленность Советского Союза встает на военные рельсы. Советские люди дают фронту танки и самолеты, но все же этой техники недостаточно. На Московской конференции 3 держав – СССР, США и Англии – было решено, в частности, поставлять в СССР, начиная с 1 октября 1941 года, по 400 боевых самолетов в месяц. Однако до конца года было доставлено всего 204 самолета, в основном через Мурманск. Стало ясно, что пути доставки боевых самолетов через Северную Атлантику на Мурманск, а также через Тихий и Индийский океаны на Иран малонадежны и неоперативны. Требовался новый воздушный мост, недосягаемый для противника, и он был создан. Сталин утвердил авиатрассу, предложенную автором 254 беспримерных полетов в Арктике Ильей Мазуруком. С Аляски через Берингов пролив, центральные районы Чукотки, Колымы, Якутии и Сибири до Красноярска. 6450 километров напрямую. Нашим летчикам предстояло гнать самолеты без точных карт через горы, тундру, тайгу, через самую суровую климатическую область планеты, где и магнитные компасы – ненадежные помощники. Так родился Алсиб. Ну, вообще, эта трасса уникальна. То есть в мировой практике не было такого случая и раньше, и до сих пор, чтобы такое количество самолетов было доставлено
огромное количество самолетов доставлено с одной страны в другую, на такое большое расстояние, такое огромное количество, да потом по совершенно ненаселенной местности. И в том еще уникальность, что надо было в очень короткое время построить определенное большое количество аэродромов, не имея практически техники, то есть гужевым транспортом пользовались, тачка, лопата, кирка, вот таким. То есть это тоже большой подвиг, в общем-то, людей. Совнарком Якутской АССР 12 октября 1941 года принял решение немедленно приступить и закончить к 1 декабря 1941 года строительство аэродромов в Якутске, Алдане и Алекминске. Местным руководителям предлагалось для выполнения работы в указанные сроки мобилизовать население, чтобы ежедневно на строительстве каждого аэродрома работало не менее 300 человек. Руководство республики держало под особым контролем строительство и реконструкцию аэродромов, а также другие мероприятия, связанные с авиацией. Всего по трассе Алсиб в Советский Союз было доставлено 8 тысяч боевых самолетов. Это почти 40% самолетов из поставленных союзниками в СССР по Ленд-лизу. Ленд-лиз от английского «lend» – давать взаймы и «lease» – сдавать в аренду в наем. Это государственная программа, по которой Соединенные Штаты Америки в основном на безвозмездной основе предлагали своим союзникам во Второй мировой войне боеприпасы, технику и стратегическое сырье, включая нефтепродукты. Самолеты стартовали с аэродромов авиационных заводов США в Лонг-Бич, Ниагара-Фоллс и Оклахома-Сити. Оттуда их перегоняли на Аляску. В Фэрбанксе эти самолеты принимали советские летчики, которые летели до Красноярска. Как правило, перегон осуществлялся группами по 12-20 истребителей. Во главе клина летел самолет-лидер, обычно бомбардировщик Б-25. А обратно на свой аэродром летчики-перегонщики возвращались на транспортных самолетах С-47. В Красноярске их ожидали летчики-фронтовики, которые сначала обучались полетам на новой для них технике, а потом улетали на запад на фронт воевать. Таким образом, путь американских самолетов на советско-германский фронт составлял 14 тысяч километров. В общем-то, очень много структур, которые контролировали трассу. Достаточно сказать, что первый перелет, который шел, он шел больше месяца. Его контролировал лично Сталин. И докладывали Сталину, где находятся самолеты. Когда самолеты потерялись, осели на аэродром, он просто был туманом закрыт, они сидели около недели и не могли ни доложить ничего. После этого они взлетели. Ну вот если верить историкам, была телеграмма Сталина, что не дай бог потеряете самолеты, я вас всех отправлю на фронт. 29 сентября 1942 года Павел Недосекин повел из Фэрбанкса первую летную группу, состоявшую из 12 тяжелых штурмовиков «Дуглас А-20». Воздушный конвейер, на котором трудились 6 советских авиационных полков, заработал. И уже в первых числах октября самолеты первой группы штурмовали танковые колонны фашистов в районе Сталинграда. Все участники этого небывалого дела работали круглосуточно. Представители этих двух народов за 1000 километров от фронта вели общий бой против фашизма. Аэрокобра П-39Q – одноместный истребитель. Максимальная скорость 621 км в час на высоте 2895 метров. Крейсерская скорость 322 км в час. Дальность полета 1045 километров. Вооружение: одна 37-миллиметровая пушка, одна бомба калибра 227 кг под фюзеляжем. Историки сравнительно недавно начали нехотя признавать, что советские пилоты летали на ленд-лизовских самолетах и летали весьма успешно. На
Пи-39 «Аэрокобре» воевали такие прославленные ассы, как Александр Покрышкин, Григорий Речкалов и Дмитрий Глинка. «Аэрокобра» стояла на вооружении 5 стран – США, Великобритании, СССР, Португалии и Австралии. В начале войны, конечно, для наших летчиков это был очень тяжелый противник. Это был Мессершмитт-109, который пилотировали довольно-таки опытные пилоты немецкой стороны. Да. У нас все-таки как раз после репрессий, да, летчики это были поменьше налета часов, чем уже у немцев. Да. И немецкие машины они превосходили гораздо по летным характеристикам, чем наши вот первые образцы, которые встретились. Немецкие самолеты АСА, да, они действовали пикируя сверху, подлетая как можно ближе к самолету и выпуская очередь уже из главного орудия с 20-мм пушки. Наши же самолеты не могли за ними гоняться наверху. Одним из самых полюбившихся для наших летчиков, да, это «Аэрокобра» П-39. Это очень мощное вооружение, носовая пушка 37-мм, 12-мм пулеметы в крылевые уже, да. И было достаточно попадания для опытного пилота, одного попадания в любую часть самолета вражеского, то есть уже неоспоримая победа. Не случайно летчики называют кучевые облака, кажущиеся такими красивыми с экрана, проклятой кучевкой. Невыносимая болтанка сопровождает полет в этих красивых облаках. Называют метеорологический код. Вот. Он это все это облака, все это превращается в цифры. Вот, например, кучевые облака, они вот тоже в цифрах. Вот перистые облака тоже. Это дождь идет тоже в цифрах, понимаете? Вот. Ага. Вот видимость сколько тоже в цифрах. Я как радист метеонаблюдения передавал. А вот двое, начальник станции Норибин и метеоролог, так, они наблюдения делали метеорологические. Это же перегон самолетов же было. Это для синоптиков прогнозируют погоду на трассе. Это мы, как помню, вот это по описанию, так, немало же этих из-за погоды ведь самолета пропало же. В 1943 году больше всего было потерь. 113 человек погибло. Это люди, зафиксированные в журнале «Потери», в официальном документе. Это на нашем, на советский участок трассы от Фербенса на Аляске и до Красноярска. А основные причины катастроф? Основные причины было, ну вот так, несколько назовем. Первое – это зима. Самолеты плохо приспособлены для перелета, особенно для подготовки в зимнее время. Были катастрофы из-за недостаточно подогрева на земле. Вот взлетает, там заклинивает двигатель, там и другие причины. Вторая причина – метео, потому что метеостанций недостаточно много было на этом участке. И третье, конечно, человеческий фактор, потому что летчики, особенно в первый год, они не обучены были вот для длительных перелетов. Был случай в районе Усьмаи, сел на вынужденную посадку истребитель. А порядок такой, что если сел на вынужденную посадку, то сиди у самолета, не уходи. Так легче найти человека, чем в тайге одного человека там искать. Он там и умер на месте происшествия. Но гибли и американские летчики. У американцев случались драмы вполне в духе Джека Лондона. Озеро Ватсон, один из самолетов попал в буран и разбился. Мороз был 59 градусов. 2 пилота погибли, а 2 других, привязав у коленей лыжи и надев на руки боты, ползли на четвереньках. Их нашли через 4 дня. Они были живы и продолжали ползти. От места аварии их отделяло 6 километров. Ампутация обмороженных пальцев была на трассе обычным делом. Было немало случаев обмораживания легких. Летают даже при 68 градусах, отмечал военный корреспондент, побывавший на самой холодной трассе. 133 машины и почти столько же пилотов потеряли ВВС США на своем участке трассы Аляска-Канада, прозванный ими Алкан. Если посмотреть
по общему графику потерь, то получается количество самолетов с американской стороны и с нашей стороны расходится. Даже по данным историков где-то на 300, на 400 самолетов расходится. А это очень много. Вот или они не были допоставлены, или просто не долетели до фронта. Но учитывая то, что со стороны капиталистов неразберихи нет, потому что в Фернбексе наша миссия принимала самолеты, и она их отправляла. В Красноярске принимала самолеты наша сторона полностью уже по перегоночной трассе. Вот где-то в этом промежутке эти аварии и происходили. Так что тогда очень сложно было расследовать. До сих пор неизвестно, сколько было просто площадок для посадки, промежуточных площадок, аэродромов подскока. Иногда в тайге, вот последняя экспедиция то же самое, нашли просто газовый баллон. Начинаем смотреть, баллон американский, озеро, значит, здесь садились самолеты. Вот когда мы были на Лабенкире, и вот в том месте, где мы сделали стоянку, и когда я углубился метров на 50 в сторону, то обнаружил склад горюче-смазочных материалов. Американской бочки с маслом, с бензином. Причем бочки оцинкованные, так что от руки пробка отворачивается, и масло такое, как свежайшее, как бы. Версия такая, что просто использовали само озеро замерзшее как запасную полосу. Административным центром перегоночной трассы был выбран Якутск, расположенный примерно посередине трассы. Учитывалось и то, что в Якутске имелась возможность организовать ремонт самолетов. Здесь же находился самый мощный на северо-востоке страны радиоцентр. В Якутске разместились штабы перегоночной дивизии и Красноярской воздушной трассы. Базировался 4-й перегоночный авиаполк, а также 8-й транспортный авиаполк. Мало кому известно, что аэродромы трассы Алсиб помогли также бороться с преступностью, особенно с бандитизмом. 4 декабря 1942 года было принято особое постановление Совета народных комиссаров СССР. Постановление предписывало денежную наличность и золото с отдаленных приисков перевозить только самолетом, который вызывался шифрованной телеграммой из райцентра Совет народных комиссаров Якутской ССР и местное управление Госбанка. Максимум через неделю приходила ответная телеграмма с указанием даты, время прибытия самолета и фамилии пилота. Одновременно тем же рейсом перебрасывали теплую одежду и необходимое оборудование. В самолет, перевозивший золото и деньги, обычно никого не сажали, за исключением больных, нуждавшихся в лечении в столице республики. Такие меры предосторожности были очень важны, так как в 1942 году появились банды беглых заключенных, нападавшие на золотые прииски и караваны, перевозившие золото. Трасса Алсиб использовалась и как чисто гражданская авиалиния. По ней в Советский Союз в мае 1944 года прибыл вице-президент США Генри Уоллес. Он пребывал в Якутске целых 4 дня и, посетив музей, библиотеку, школу номер 8 и клуб НКВД, затем проследовал в Красноярск и далее в Москву. Позже по Алсибу в США вылетел нарком иностранных дел СССР Вячеслав Молотов. Трасса была уже достаточно облетанной, ее могли спокойно использовать для полетов вип-персон. Не обошлось на столь большой трассе без домыслов и легенд. Японцы забросили на эту трассу своего разведчика под видом якута, охотника. В районе Верхоянского хребта он передавал сведения туда. И даже вроде бы он сбил один самолет. Как, не знаю. Война закончилась, о нем японцам не до него было. Что он в Охотске, умирая, сообщил, что он вот не якут, дед, а вот он такой. Конечно, к трассе во время войны проявляли интерес различные иностранные разведки. К примеру, германская разведка и японские разведки. Диверсия произошла в Красноярске, когда самолет Ли-2, загруженный уже экипажем полностью,
эскадрилья летчиков перегнала самолет туда и возвращалась обратно в Якутск. Самолет взлетел и упал. Расследования показали, что тросы были перепилены. На месте уже был выявлен тот диверсант, кто это совершил. И интересовало и японцев, и немцев. Почему? Ну, во-первых, необычная трасса, во-вторых, современные самолеты. В начале 1946 года перегоночная трасса Аляска-Сибирь прекратила свою деятельность. Многие участники перегона после войны остались в Якутии и составляли костяк личного состава Якутского управления гражданской авиации. В связи со строительством авиатрассы на территории Якутии были открыты новые сухопутные аэропорты в Аймиконе, Хандыге и Зырянке. Якутский аэропорт, в довоенное время по существу пригодный для обслуживания, приема и выпуска самолетов легких типов, был коренным образом расширен. Для эксплуатации тяжелых транспортных и боевых самолетов возвели много объектов технологического и бытового назначения. В наследство от трассы в Якутии осталась разветвленная сеть хорошо оборудованных аэродромов с полным комплектом наземных радионавигационных средств. Героизм тружеников трассы Аляска-Сибирь получил высокую оценку. За образцовое выполнение заданий командования по перегонке боевых самолетов первая перегоночная авиадивизия была награждена орденом Красного Знамени, а многие офицеры и солдаты – орденами и медалями. С 1985 года молодежное объединение «Отважно» начало заниматься авиатрассой Аляска-Сибирь. Именно поиском пропавших самолетов, погибших на территории республики. У нас обследованы около 12 мест катастроф самолетов. Найдено очень много экспонатов. Это экспонаты вынесены с места катастрофы самолета, вот именно в Алекминской тайге. Винт, что поразило, практически винт не потерпел изменений. Значит, самолет шел на землю с выключенным двигателем, просто планировал. По данным местных жителей, по словам, летчик остался жив. Вышел к ним где-то через неделю, после этого его вывезли. Но самолет, вот как был покрашен в зеленый цвет армейский, сохранился до сих пор. Вот с верхояния вот этого самолет был разбит, ничего не осталось. Но что поразило, на месте мы нашли баллон с жидкостью. Причем целый полный баллон. Ну, все знаем, что это омыватель. Здесь, просматривая архивные фотографии, увидели, летчики, американские и советские летчики в 1944 году справляют Новый год. Такой же баллон стоит на столе. Вот, на Верхоянском хребте он стоит полный. Допустим, боеприпасы, которые находятся на месте, с нами летают саперы постоянно. Как новенькие, как будто только что с завода. Это прицел. Именно прицел самолета, то есть воздушного стрелка, который сохранился чудом. Поисковые группы разыскивают упавшие самолеты в труднодоступных местах Якутии. Часть самолетов находится под водой. Так поисковая группа «Отважного» отправилась в экспедицию в Горный Улус к озеру Бескёль, где с военных времен существует легенда об утонувшем самолете. Осенью 1943 года две девочки видели, как с неба в озеро упал огромный серебристый предмет. При его падении на берег хлынула огромная волна, взломавшая лед и вытолкнувшая на поверхность озера огромное количество рыбы. Прибывшая на место поисковая группа, опросив местное население, определила примерную зону поиска. При помощи георадиолокатора, привязанного к саням, место поиска было тщательно исследовано. В результате было выбрано место для проруби. Затем к работе приступил водолаз, участвовавший в составе поисковой группы. Водолазный спуск показал, что дно озера покрыто толстой иловой подушкой. Иловые отложения засасывали водолаза и не давали возможности обнаружить предметы, находящиеся на дне озера. Для обнаружения глубоководного объекта потребовалась более точная георадиолокационная аппаратура. Группа «Отважного» еще вернется сюда, чтобы продолжить свою работу по поиску пропавших самолетов. Пока не будут найдены все пилоты самолетов, будет идти поиск. Пока не возвратится последний самолет, не будет живым покоя.